Здравствуйте, меня зовут Максат. Я являюсь фрилансером в туризме. И сегодня мы поговорим об интернет-платформах в туризме. И самый главный вопрос, который назревает всегда для всех нас, это как найти прямые заказы. Извините, у меня тут вопрос. Просто пока вы тут собирались, я вспомнил. А где мы будем брать клиентов? Вот ты типа. Ну ты даешь вообще. А он базарит, братан, где мы клиентов будем брать? Самое главное – это ваше присутствие на различных онлайн-платформах в комбинации вместе с хорошими отзывами, фото, программами. Также важно вести свои соцсети. В первую очередь давайте разберем, что такое онлайн-платформы. Здесь мы можем провести небольшую такую параллель, что онлайн-платформа – это как базар, то есть как рынок. И если вы хотите получать прямые заказы, вам обязательно нужно на них присутствовать и оформлять свой прилавок, то есть вашу страницу. Здесь важно не просто как попало оформил, закинул, поставил, а подходить с душой. То есть вы должны знать, чем вы отличаетесь от других. То есть очень важный момент. Найти как бы свою такую уникальность. Самыми популярными платформами на сегодняшний день являются TripAdvisor, Booking.com, Ctrip, IndieGuide и так далее. Также есть возможность продвижения через карты существующие, такие как всем известные 2GIS, Maps.me и карты Google Maps. Там есть подраздел Google Business. Вот здесь немножечко давайте посмотрим на экран. TripAdvisor, и как я вам и говорил, очень важно это иметь отзывы. В моем случае сейчас 33 отзыва, и чем больше отзывов либо различных статей, вы можете писать статьи сами на различных платформах, оформлять их, вставлять красивые картинки. И, например, что писать в статьях, это пишите о своем регионе, о своем объекте, либо о себе. И обязательно нужно акцентировать внимание на то, на вашу уникальность, чем вы отличаетесь от других, таких же, как и вы. В моем случае рейтинг сейчас на TripAdvisor 8 из 85 поставщиков в Бишкеке. И, соответственно, ваши отзывы плюс ваши статьи и так далее, и вся ваша активность на этих платформах будет давать вам рейтинг. И если рейтинг хороший, он будет расти, и отзывов должно быть больше и больше. Если же отзывы пойдут плохие, ваш рейтинг, соответственно, будет падать. Здесь вот есть указания, разбивки, различные отзывы. Давайте посмотрим платформу IndieGuide. В этом случае вот мой профиль. Они сейчас перешли на новый сайт и переоформляют немного платформу. Как вы видите, здесь есть у меня сертификат Superhost. Он присваивается на IndieGuide по достижению более 10 отзывов. Здесь вот краткое описание о себе. Очень важно сделать хорошие фото и видео. То есть как бы вы тем самым оформляете еще больше, еще шире свою страницу. Дальше у нас идут listings, это ваши туры различные. Новая платформа IndieGuide дает возможность всем туроператорам, гидам, гостевым домам делать разбивку по количеству людей, по количеству дней. То есть на прошлое этого всего не было. Вот здесь вот отзывы различные. Ну и в основном, в моем случае, они все очень хорошие. Но не нужно бояться плохих отзывов, потому что вы не угодите всем, но все равно нужно стараться быть на высоте, максимально предоставлять. Также основатель Ати Тосун, основатель IndieGuide, публиковал такую интересную карту. Это туры и платформа туров и активностей по всему миру. То есть вот у нас карта. И как вы видите, IndieGuide в нашем регионе, в центральноазиатском, евразийском регионе сейчас лидирующая платформа, но платформ очень много. Вот на этой картинке вы можете посмотреть. Если вы сможете
присутствовать на всех из них, это будет очень замечательно, но я бы порекомендовал сконцентрироваться на 2-3 и работать в них, нарабатывать там клиентов, разрабатывать свою страницу, улучшать ее постоянно. Вот здесь, допустим, вот у нас TripAdvisor, Viator, это большая платформа при TripAdvisor. Хотелось бы отдельно заметить, самая крупная из этих платформ на сегодняшний день является Ctrip. Это китайская платформа. И, соответственно, вот на этой карте также указаны места, где эти платформы больше всего распространены. То есть, если вы нацелены на китайский рынок, то вам Ctrip. Если на англоязычный рынок, то, соответственно, вот можете сохранить себе эту карту и посмотреть, где что более распространено, и, соответственно, работать на этих программах. Следующий момент – это Google карты. Вы все, наверное, пользуетесь, либо видели, слышали о ней. И на Google картах есть вот такой вот раздел. Он называется Google Business. business.google.com. Вот здесь хотелось бы сакцентировать внимание, что это очень важно. Здесь вы можете создать свою страницу, то есть набрать имя вашей страницы, название вашего бизнеса, будь это туркомпания, вы как гид или туроператор. И также собирать отзывы здесь, указать точное место вашего расположения, добавлять сюда отзывы, расписать о себе. И вот это очень важно, потому что когда кто-то будет искать, допустим, юрта на Сом-Куле, соответственно, Google в том числе и через поисковик, и через вот такие вот системы будет помогать вам находить вас лучше. Насколько выгодно продавать тур через вот эти вот онлайн-агрегаты? Перед тем, как регистрироваться на этих платформах, там есть раздел «Правила» и «Условия». Условия у всех платформ разные. К примеру, IndieGuide берет 10% от суммы бронирования. Viator – это платформа TripAdvisor, она берет порядка 30-35%. И у всех платформ это абсолютно разные ставки. Если, допустим, вы работали с Booking.com и другими похожими платформами, вы наверняка сталкивались с тем, что очень сильная разница, разброс. Это нужно внимательно все изучить. И перед тем, как начнете работать там, и начинать работать. Не нужно этого бояться. То есть на этих платформах основной плюс заключается в том, что вы получаете прямой доступ к клиентам. Сейчас в основном идет работа бизнес-то-бизнес, то есть туркомпании с туркомпаниями, туроператор с отелями, но также очень сильно развивается из-за того, что эти платформы развиваются и в век интернета мы имеем возможность замечательную работать напрямую. Но чтобы найти клиента и заинтересовать его напрямую, вам нужно быть там и постоянно, каждый день, раз в неделю, 2 раза в неделю посвящать время и развивать свои страницы. Будь это страницы в соцсетях, либо страницы на этих платформах. Для того, чтобы зарегистрироваться на этих платформах, нужно всего несколько вещей. Это регулярно открывать их, регулярно посещать, смотреть. Вам нужен email. И начинать оформлять свою страницу. Если, допустим, у вас не хватает фотографий, но вы уже работаете на рынке, у вас наверняка были клиенты, вы можете попросить разрешения на использование их материалов, потому что не всегда фотографии сделаны самим, получается очень хорошо. Сейчас также еще одно из решений – это взять какой-нибудь хороший телефон с хорошей камерой и просмотреть какой-нибудь базовый курс по фотографии, чтобы не дергать, чтобы ровно, аккуратно, красивую сделать картинку. Либо же, опять же, обратиться к своим предыдущим клиентам, попросить у них фото, либо видеоматериалы, которые они сделали, чтобы вы их могли разместить, потому что это повысит ваши шансы. Ну и самое главное, это ваше желание. То есть, как говорится, под лежачий камень вода не течет. Нужно постоянно быть в движении. Даже если вы находитесь у себя дома, и неважно, где этот дом находится, в наше время у нас у всех равны шансы. Тем более после пандемии. Сейчас все страны закрыты. И очень много из привычного до пандемии, все, что было, оно просто обнулилось. И вы все имеете возможность напрямую выходить на этих людей и собирать свои группы, либо индивидуальных
туристов и привлекать их в свои районы. Еще важный момент – это вы можете также объединяться. Допустим, скажем, в одном районе есть гид, есть туроператор и есть поставщик услуг по размещению, да, гостевые дома, ют-кемпы и так далее. В этом случае можно создать, это называется пул, либо союз в привычном нам понимании названий, и работать сообща. Допустим, один хорошо фотографирует, один хорошо пишет тексты, а другой имеет опыт по размещению это на различных страницах. И здесь вы можете просто сесть и объединиться, потому что, объединившись, эффективность ваших страниц и размещения контента будет выше. И также, как говорится, одна голова хорошо, две лучше. И когда два человека, вы всегда, или три человека, вы всегда сможете узнать мнение другого человека перед конечной публикацией. В этом случае еще очень классно работают соцсети, потому что в соцсетях вы тоже можете находить клиентов. И, допустим, тот же самый Инстаграм сейчас предлагает возможность открытия магазина на базе этой же соцсети. И, по сути, это тоже становится своего рода платформой. Здесь вы можете на своей личной странице выкладывать то или иной материал, смотреть, какая будет реакция. И тем самым выбирать, что вы будете постить для большего рынка. И самое главное — верить в себя, верить в свои силы, не сдаваться. Даже если что-то не получилось, пробовать снова и снова, искать себя, пока не найдете. И когда вы найдете себя и получите первый заказ и первый отзыв, это замечательное ощущение такое, вы поверите в себя, и когда вы запостите что-то в соцсетях и в комментариях, вы сможете смотреть, как люди на это реагируют. И обычно это очень сильно мотивирует, когда у вас хорошие отзывы, но также вы должны быть готовы к тому, что будут плохие отзывы. И когда у вас будут плохие отзывы, не нужно сильно расстраиваться из этого, потому что критика, она нужна всегда, потому что когда вы получаете критику, возможно, вы что-то делаете не так, и нужно сделать такую паузу, посмотреть и постараться разобраться в причинах, почему это не понравилось им. И при следующей публикации постараться это учесть и улучшать себя. У меня на этом все. Желаю вам успехов. Открывайте свои страницы, развивайте их. Становитесь лучше, готовьтесь к следующему сезону. После пандемии люди уже с нетерпением ждут приехать ко всем нам. И максимально нужно быть готовым в информационном поле и, соответственно, готовым к тому, чтобы всех встречать. Пока.